Алматы Қазақстанның мәдени астанасы. Бұл тарихи қалада 300-ден астам мәдени орындар жұмыс істейді. Соның ішінде Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайы еліміздегі ең ірі көркем сурет музейлерінің бірі. Сондай-ақ өнер ордасы ғылыми зерттеу мен мәдени ағарту ісінің орталығы болып отыр. Музей искусств имени Әбілхана Қастеева является самым крупным ведущим художественным музеем нашей страны. Посещаемость Государственный музей имени Әбілхана Қастеева один из самых посещаемых музеев нашей страны, не то что города, а страны, потому что до 300 тысяч его посещают в год. 18 мая на ночь в музее, например, у нас было 11 тысяч человек. Мұрағатты ақтарсақ, өнер мұражайының жарты ғасырға жуық, нақтырақ айтсақ, 43 жылдық тарихы бар. Осы уақытта музей қорына 25 мыңнан астам экспонат жиналған. Ал көрмеге оның тек 30% ғана қойылады. Мұнда Қазақстан бейнелеу өнері, Батыс Европа, орыс және шығыс өнері секілді 4 түрі бөлім бар. Мысалы, Қазақстан залында 11 мың экспонат, оның ішінде 3 мың кескіндеме, 500-ден астам мүсін бой көрсетеді. Ал Батыс Европа бөлімінде Италия, Франция, Германия, Фландрия және Голландия сияқты 5 ірі мемлекеттің бейнелеу өнер туындылары көрсетілген. Осылайша мәдени құндылықтар біздің ұрпағымызға мұра етіп қалдыруға тиісті. Өте ауқымды байлығымыз. Алматының мәдени орталықтарына қаншалықты мән бересіз деген бүгінгі біздің сауалымызда біз ой қозғайтын, сөз қозғайтын боламыз, қымбатты достар. Сондықтан да арнамызға енді ғана қосылып жатқан көрермендеріміз болса, біз баршаларыңызға қайырлы таң дейміз, қымбатты достар. Енді бізге қонағымыз келіп отыр. Таныстыруға рұқсат етіңіздер, қымбатты достар. Қастеев атындағы өнер мұражайының баспасөз қызметінің жетекшісі Клара Исабаева келіп отыр. Клара ханым, доброе утро, прекрасно выглядите. Выспались сегодня? Карлы Тан, Туган Жер. Я очень рада сегодня присутствовать на вашем канале. Я начинала работать 5 лет назад, когда у вас были скромные такие условия. Сейчас я радуюсь. Как у вас все прекрасно, какая прекрасная студия, как прекрасно сюда прийти. Если вы чувствуете себя в уюте, значит мы счастливы. Да. Спасибо Я большое. очень рада, что у вас такие очень хорошее развитие вашего канала. Теперь скажите, Клара, суть такая, скажите, сколько в среднем человек в день посещает наш Вы знаете, музей? каждый день по-разному. Бывает 100, бывает 200, бывает 300. А есть такой день в году, который называется Международный день музеев, когда мы проводим ночь в музее. И вот в 2019 году в один день нас посетило 11 тысяч человек. Ого, это был рекорд, наверное. Это, да, в один день просто люди шли огромными толпами, и им очень было интересно именно искусство само. Они хотели послушать о нем, они хотели попасть на экскурсии. И вокруг каждого экскурсовода образовалась группа в 70 человек, начиная от младших школьников и кончая людьми уважаемого возраста. А что больше всего посетители ищут? Вы знаете, в этом-то и специфика нашего музея, что мы предлагаем на все вкусы. То есть к нам приходят люди от грудных младенцев на руках мамы или в колясках и кончая, как я сказала, людьми очень уважаемого возраста. И у каждого из них свои какие-то пристрастия. И все это они находят, потому что коллекция музея имеет и классическое искусство, и казахстанское искусство, и искусство Востока, искусство Западной Европы, русское искусство. Мы регулярно проводим выставки современные, которые называются contemporary art. Вот недавно, например, у нас только что закончилась выставка Эдуарда Казаряна, мастерской художника, это известный скульптор, а в эти дни он выставляется в Лувре. Хорошо, Клара, я так думаю, что музей посещают в большинстве те люди, которые разбираются в искусстве, да? Да, конечно. Вот в этом плане вы совершенно правы, что не всегда, конечно, люди разбираются. Да. Иногда бывает очень много студентов, очень школьников много. Они учатся разбираться. Ну, если люди, которые разбирающиеся, это, конечно, их большинство. А вы сами лично на театры, музеи, сами как посетитель приходили как-то? До того, как я стала работать в музее, Да. я почти больше 30 лет посещала музей Кастеева. И кроме этого, все ведущие музеи мира, такие как Лувр, Британский музей, Дрезденская галерея. Да, я ездила. Моя работа позволяла мне
делать такие поездки. И я посетила крупнейшие музеи мира, такие как Прада, такие как Венский художественный исторический музей, Лувр, Британский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея. Ой, немного я вам прям позавидовала. Единственное, вы знаете, единственное, что в музее сейчас мы реализовали в последние 2 года программу «Рухани Жангару», и наш музей вывез тоже. Я очень счастлива, что наш музей по программе «Рухани Жангару» в последние 2 года вывозил лучшие произведения выдающихся казахских художников за рубеж в лучшие ведущие культурные центры мира. Это такие, как Нью-Йорк, Анкара-Бурса, Москва-Петербург. Вы согласитесь, что это ведущие культурные центры? Конечно. И мы представляли своих выдающихся художников, и в то же время мы смогли посетить их великолепные музеи. Клара Ханым, конечно, музей – это центр искусства Алматы. На самом деле, музей – это қазақша айтынша, ол тарих, расменде. Мұражай деген жалпы қазақ мәдениетінің бір бөлшегі десек те болады. Вот это очень правильная, так сказать, ремарка. Клара Ханым, бізде қазір жарнама бар, сонан соң сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Құрметті достар, бізбен бірге болыңыздар, қайырлы таң, дәл қазір жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сонымен қымбатты достар, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бұл таңғы студия бағдарламасы. Енді біз тағы да естеріңізге сала кетейік. Бізде қонақта Қастеев атындағы өнер мұражайының баспасөз қызметінің жетекшісі Клара Исабаева ханым отыр. Енді ары қарай керемет сұхбатымызды жалғастырайық. Клара ханым, биыл мұражайға 84 жыл толып жатыр екен, тамаша. Болашақта қандай жоспарларыңыз бар мұражайда? Какие будущие мероприятия? Вот только вот скоро будет, у нас откроется, у нас очень большие, хорошие партнерские отношения со многими генеральными консульствами, посольствами и международными культурными организациями, такие как Гёте-институт, Французский альянс, Британский совет. И буквально 30 числа у нас открывается выставка Гёте-института, фотовыставка современных фотохудожников. Кроме этого, с Генеральным консульством России тоже 30 числа мы открываем выставку, третью международную выставку авторской интерьерной куклы. В дальнейшем, ближе к концу года, у нас будет выставка узбекских художников. Как я вам говорила, на любой вкус любого взыскательного зрителя мы предоставляем совершенно разные, так сказать, выставки искусства. Ну и кроме этого у нас были прекрасные казахские тускиизы, называлась «Узоры Великой Степи» этим летом, из наших фондов. Тамаша, мінекей жаны да, жүрегі де, өнер деп соғатын барша көрермендерге құлақ қағыс ретінде болсын. Дәл қазір біз сұхбатымызды жалғастырайық. Клара ханым, наш музей посещают ли иностранные гости? Очень много иностранных гостей. Вот буквально неделю я сама лично у 50 южнокорейских туристов я проводила на английском языке, и посещают многочисленные группы туристические, посещают посольства, послы и генеральные консульства. Мы уже часто привыкли видеть представителей Франции, Великобритании, США. Но вы знаете, я была очень удивлена, когда из Москвы приехала посол Исландии. Она на 5 центральноазиатских стран, включая Россию, и она приехала первым делом, она пошла смотреть наш музей. И на музыкальном вернисаже даже были гости из Южной Африки. То есть это действительно очень интересное место. Что их больше всего интересует? Вот один из британских любителей искусства, такой, он сам работает в компании международной, но он очень любит искусство. Я часто видела его несколько раз в нашем музее. Он мне сказал, в Дубае такой же плаза, торговый центр, и торговые центры все похожи, но ваша национальная коллекция казахского искусства, она совершенно уникальна, совершенно неповторима, ни на что другое не похожа, поэтому мне очень интересно приходить именно сюда. Вот больше всего на свете иностранцев что привлекает в музее? Я и говорю, наше уникальное казахское искусство, потому что у нас собрано самое обширное в мире, самая богатая, самая обширная коллекция казахского изобразительного искусства. Это живопись, это графика и скульптура, которая началась в 20-х годах прошлого века, начиная с Абылхана Кастеева, братьев Ходжикова, Аубакира Исмаилова. И вы можете через 4 зала Казахстана пройти и увидеть всю историю казахской живописи, скульптуры и графики. Там самые лучшие художники представлены. Алматы қаласында осындай музей барына біз кәдімгідей мақтанамыз. Если честно, вот мне стыдно, я давно не посещала музей. Ну, мы понимаем, что вот сейчас билеты у нас сколько стоят? Билет стоит, вы знаете, я бы назвала это символической суммой.
потому что это 500 тенге, это около $1 с чем-то, или 1 евро. В Лувр, например, там 10-15 евро стоит. Для школьников тоже скидки 200 тенге. Во все каникулы они ходят бесплатно. Пенсионерам и студентам 300 тенге. То есть очень скромные такие суммы, доступные для наших горожан. Кроме этого, очень часто проходятся акции бесплатные, когда горожане могут пройти. Это Международная ночь музея, это парад музеев, который вот инициировало министерство. А также у нас есть спонсоры, как, например, Астана Моторс Магулова или Сбербанк России, Казахстана, Сбербанк Казахстана, которые делали месячные акции, и все жители города могли посетить бесплатно. Бесплатно. Да, то есть часто такое происходит. Да. Рахмет. Им большое спасибо за такую вот организацию мероприятий. И вам спасибо большое, Клара Хану. У нас, к сожалению, время очень не резиновое, как говорится. Да, но мы вас приглашаем, потому что это большое. Действительно уникальный казахский музей, и каждый казахский художник считает это самым престижным местом для выставки. И все наши дипломаты зарубежные, они тоже приходят к нам и считают, что это самое престижное для их выставок. Это посольство Германии, например, посольство Франции. Вот сейчас мы ведем переговоры с посольством Чехии. То есть это самое престижное место для выставок, художественных выставок в нашей стране. Тарихқа терең үңілем десеңіз, мұражайларға, театрларға барыңыздар. Ол жақта билет құны тіптен 500 теңге. Оны аяйтын ештеңесі жоқ, тіпті аяуға да тұрарлық нәрсе емес деп есептеймін. Сол себептен, қымбат достар, мұражайға барып, ой өрісіңізді дамытып, қымбат достар, эстетикалық, мәдени эстетикалық сезімге бөлінгіңіз келсе, Қастеев атындағы мұражайға келіңіздер деп баршаңызды шақырамыз. Енді біз дәл қазір таңғы серуенге кезекті берейік. Біз сізге алғысымызды, ризашылығымызды білдіреміз. Сізге көп рахмет. Ал одан кейін біз хабарымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.